уже. Вадим Цыкунов крупным планом. Да, отличился результативным броском. Ну что ж, команды отыграли-то у нас 8 минут и уже видим 2 взятия ворот. Здорово. Цыкунов. Еще один момент у столичных хоккеистов. Еще бросок. Ну что ж, посмотрим, что сейчас сможет противопоставить команда Ягбор. Очень обескураживающее начало для них получилось. Шайба был. И в борьбе у него Третьяков забрал шайбу. Так, ну вот сейчас у Ягбора вторая пятерка на льду. Она все-таки более сдерживающая. В первом звене, конечно, поактивнее играет Евгений Свиридов и Константин и Никита Крюков активно играют в нападении. Я думаю, что от них сегодня мы все равно дождемся забитых голов. Они довольно-таки сыгранно играют. Неточная передача. Проброс. Ну, видим то, что в начале этой встречи Якутск продолжает владеть территориальным игровым преимуществом. Ягбору пока же очень тяжело выходить из своей зоны. Сбрасывание будет в зоне Ягбора. Тем временем наступил у нас экватор первого периода. Вбрасывание выигрывают столичные хоккеисты. Шайба у Чудинова. Руки раскатились. Дружинин. Неточная передача. Потеряли шайбочку. Ну и, думаю, для наших телезрителей отметим, да, Владимир Тагирович, что вот играет у нас Нернинский район, город Якутск, и тут команда Ягбор, да. Может, кто пока не понимает, да, эта команда представляет собой сборную команду из хоккеистов Якутска и Усть-Алданского района. Да, ну, полное название Якутск Барагонцы, сокращенно Ягбор. Команда уже существует 4-й сезон. Но, конечно, на этом чемпионате она усилена игроками якутских команд. Ну, они, Костя, Никита, Марат не играли ни разу за команду Ягбор, но вот приняли решение поддержать команду Усть-Алдана и заявились за них. Всеми силами сейчас вот Ягбор отбивается от бесконечных атак Якутска. Ну и забыли отметить самое главное. Сандаков шайбой. После этой атаки не получилось переиграть вратаря. Ягбор у нас в прошлом году выиграл вторую лигу. Да, но они были практически своим составом, усть-алданским, да, ну и часть игроков, кто проживает в Якутске, тоже участвовали, да, за команду. Но уроженцы были Усть-Алдан. Ну, просто приняли такое решение, чтобы разгромных счетов не было, да, усилили команду игроками из Якутска, чтобы более равная была игра. Я думаю, что если бы приехали Ленск и Алдан, как раз вот Ягбор бы с ними мог достойно выступить. Да, конечно, очень жаль, что на этом чемпионате не представлены команды Ленского и Алданского районов. Я думаю, что их присутствие, ну, конечно же, только в положительную сторону, конечно, бы сыграло. Ну и Ягбор в прошлом году, вот выиграв вторую лигу, получила право выступать в сильнейшем дивизионе республики. В этом году у нас точно так же все будет, то есть победители второй лиги и аутсайдер первой сойдутся в стыковых матчах за право играть в следующем сезоне в первой лиге. Якутск в атаке. Тумигин шайбой. Бросок не точно. Ну и Ягбор сейчас постарается что-нибудь допридумать в этой атаке. Левым флангом не получилось войти в зону столичных хоккеистов. Якутск тем временем в атаке. Васильев передача на Тумигина. Неведомский бросает.
Санаев в игре. Раз за разом, да, приходится вступать в игру. Ну и пока мы видим то, что 2 пропущенных, ну и немало отбитых. Ну не только Илье, но и в целом всей команде сейчас очень тяжело противостоять натиску хоккеистов в красной форме. Очередной проброс. Сейчас первая пятерка Ягбора на льду. Ну и будет очень интересно посмотреть, как это скажется на атакующих действиях команды. Здорово могло получиться. Сандаков. Продолжается атака Якутска. Дружинин с шайбой. Чудинов. Выбрасывает на пятак. Опять вводил шайбой с отскока. Сандаков с шайбой. И вот контратака. Мы посмотрим, что из этого получится. Бросок. Хороший выход. Ворота сдвинуты. Ну, неплохой ответ, да, Да. у Ягбора? Вот эта пятерка может создать проблем Якутску. Здорово выбежали на эту контратаку. И вот видим то, что шайба у нас пролетела мимо верхнего угла ворот. Костя Крюков на вбрасывание. Завладели шайбой хоккеисты Якутска. Плахин на Цикунова. Цикунов на Дружинина. Входит в зону. Бросок. Передача Цикунову и бросок. Борьба за шайбу. Шайба вышла из зоны. Неспешно Якутск начинает свою атаку. Провели замену на самом деле. Ждали, пока заменятся все игроки. Вот последний защитник заменился. Сейчас в полном составе. Исхаков с шайбой. Передача не точно. Проброс. Вбрасывание будет в зоне. Крупным планом Сергей Львов. Вбрасывание в зоне столичной команды. Хоккеисты Ягбора, казалось бы, контролируют шайбу. И вот теперь Якутск пойдет вперед. Васильев Ярослав с шайбой. Здорово Передача нашел на партнера. Мигина. Не получился бросок. Ручьев Денис. Вот Денис и Никита Неведомский раньше играли в одной команде. Оба 2001 года. Сейчас вот играют друг против друга. Васильев с шайбой. Третьяков бросал поворотом. Исхаков входит в зону, обыгрывает одного. Не смог обыграть Калинина Евгения. Ну, тут выцарапал Кондаков шайбу. Сандаков Да, Яков. Да, Сандаков. шайбочка. Вот, и есть возможность.
Ну и Якут сейчас идет вперед. Дружинин с шайбой. Отыгрывает на Сандакова. Здорово развернулся Яков. Бросок. Ну, тут неточность. Ну, как видим, да, вот Якбор потихоньку, да потихоньку вот отводит игру от своей половины поля и вот старается что-то придумать. Вот в подобных атаках. Опасный момент. Сейчас реально опасный момент создали. Вот еще момент, еще. Гол. И все-таки, да? Сколько вот таких хороших атак организовали. И Гайнуллин Марат забросил шайбу, подключился к нападению защитник команды Якбора. И на добивание забил. Молодцы. 2-1. Ну что ж, становится очень интересно. Ну, Якбор, как мы вот и говорили, да, то, что может создать проблемы. Но тут, да, конечно, Вот отскок и со второй попытки. Марат. Или Свиридов, получается, забил. Ну-ка, смотрим еще раз повтор. Нет, зашла сразу, да. Попала в бутылку. В ворота. И вылетела из ворот, и Да. Женя добил ее просто. Но на самом деле гол был с первого броска Марата. Ну и посмотрим, ну что ж, на кураже, может, пойдем вперед. Здорово Якбор активизировал атакующие действия, впоследствии чего вот сократили отставание в счете. Бросок будет. Бросок в исполнении Руслана Исхакова. Звучит свисток арбитра. Нарушение. На скамейку отправился за подножку. На 2 минуты удален 11 номер Гайнуллин Марат. В составе Якбора Денис Ручев появился на площадке. Ну, 3 минуты 20 секунд остается играть в первом периоде. Дружинин шайбой. Передача. Сразу бросок в касание. Так, Дружинин шайбой. Цикунов. Вадим входит в зону. Передача на Плахина. Чудинов. Дружинин. Сандаков. Что будет делать Яков? Ищет партнера. Отыгрывает в угол. Вновь Сандаков. Цикунов, Чудинов и подножка. Удаление. Денис Чудинов направляется на скамейку оштрафованных. Ну, тактический фол, да? Позицию почти проиграл, и чтобы не было опасной контратаки, да? Да. И в меньшинстве сейчас будет играть. Равные Нет, составы. да, равные составы. 4-4. Якбору остается играть в меньшинстве минуту и 3 секунды. Вот Якутску придется играть четвером на протяжении 2 минут. Якутск выходит из своей зоны. Тумигин входит в зону. Бросок. Бросок попадает. Так, Константин, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, Константин Крюков направляется на скамейку. Получил небольшую травму. Ну и посмотрим на повторе, как это было.
Но такие попадания, конечно, бывают очень болезненные. Да, как раз там незащищенное место, в язычок попал во взъем ноги. И бросок хороший. Опа. Теперь пробила защиту вратарю. Да, досталось в этом эпизоде Илье Манаеву. Мы видим то, что Сейчас на повторе посмотрим. Вот и в касание бросок в исполнении Никиты Неведомского. И да, в грудь попадает. Но, благо, все обошлось, и игра сейчас возобновится вбрасыванием в зоне Якбора. Выиграли столичные хоккеисты, тут же 2 броска провели. И продолжают владеть шайбой. Денис Ручьев шайбой. Выбрасывает за ворота и Здорово, Исхаков тут включился в борьбу. Денис Ручьев. Куда так далеко? Он увидел Марата Гайнуллина, оказывается, вышедшего на лед со скамейки штрафников. Якбор играет в полном составе. Якутск в меньшинстве. Еще полминуты остается играть. 4 полевых. Опасно может получиться. Бросок не получился, Да. да. Плохо подготовленный бросок. На самом деле защитник не дал бросить. Создал помеху. Хорошая передача. Поправлял шайбу Яков Сандаков, но уверенно играет вратарь команды Якбор. Так, вбрасывание в зоне команды Якбор. И все, Якутск играет в полном составе. Чудинов вернулся на площадку. 20 секунд остается до конца первого периода. Будут что-то делать или нет? Проходит 10 секунд. Андрей Плахин шайбой ищет партнеров и все, не успели реализовать. Звучит свисток арбитра. Что ж, у нас завершился первый период. 2-1 в пользу команды города Якутска. Ну, в самом начале, да, вот столичные хоккеисты обеспечили себе преимущество в 2 шайбы. Здорово очень смотрелись на старте. Обескураживающее начало получилось для команды Якбор. Но потом Якбор начал активнее проявлять себя в атакующих действиях. Раз за разом проводила хорошие контрвыпады. Впоследствии чего сократили они отставание в счете до минимума. И вот мы видим повторы. Это у нас первая шайба. И, кстати, 2 взятия ворот, да, в исполнении Якутска очень были похожи. Да, хорошая точная передача и с пятачка. Вадим Цукунов. Ну и вот Гол в исполнении Марата Гайнуллина. да, и видим то, что Гайнуллин показывает, да, видимо, на бутылку, что ли. Вот. Показывает, что гол был, Да. да. Ну, веселая у нас игра. 2-1. Якутск впереди. У нас ждут впереди еще 2 периода очень интересных. И сейчас команды ушли на перерыв. Отдохнем и мы с вами.
Мы вернемся на площадку Ледового дворца Лейботор через 13 минут. Торнадо! Новая модная коллекция кожаных курток и пальто. Встречайте весну с Торнадо! В магазинах Ростор скидки на все от 20 до 35% с 29 марта по 8 апреля. Мегино-Кангаласский район любезно распахнул свои двери. Я успела погулять по огромным торговым центрам Нижнего Бестяха. Мы из Москвы. Расслабиться в санатории. Помолодела? Нет? Поискать клад в Павловске. 50 копеек 1896 года. И послушать душевные песни староверов. Но это далеко не все, что может предложить район. Вчера я гуляла по действующему административному центру. А сегодня буду по бывшему. Еду в мае. Майя – это центр Мегино-Кангаласского района. Это историческая родина народа Саха. Говорят, именно здесь он сформировался. Об этом вам с радостью расскажут в музее. Покажут древние следы жизни человека в этих местах, орудия труда, останки быта и многое-многое другое. Для общего развития не повредит. Ничего себе! Останки кулун-атахской культуры были найдены рядом с селом Матты. Кстати, именно отсюда пошел народ Саха. Здесь археологами было раскопано поселение скотоводов, датированное 1370-ми годами. По названию местности культура получила название Кулун-Атахская. До свидания. Ну все, галочка поставлена. В Краеведческом музее Майи побывала. Село основали в 1902 году. Занимались здесь сельским хозяйством. Центральной улицей является улица Героя Попова, первого из народа Саха героя Советского Союза. Им здесь очень гордятся. А вот эту пятиэтажку местные называют Санта-Барбарой. А вот и Джида, знаменитый якутский рэпер. Да-да, он родом из Майи. Вот такая богатая на яркие личности земля. По дороге в окно можно лицезреть одну местную достопримечательность – массивную трубу. Она была построена в 90-х годах прошлого столетия для орошения сенокосных угодий. Тянется на многие километры вперед и в некоторых местах стала небольшим арт-объектом. Здесь любят признаваться в любви, выражать свои мысли, просить уважать природу и просто рисовать. Теперь я на турбазе Таллон в Табаге. А что вы удивляетесь? И в Табаге отдохнуть можно. Поликарп Петрович специализируется на разведении лошадей. Поэтому и база у него коневодческая.
Здесь вам множество разных конных маршрутов, а заодно свежий, полезный кумыс. Понятное дело, веселее. Я же говорю вам, что ты есть. Нет. О, вот ты берешь, начала, проплыла, отрывай кусок и потом пей кумыса, толкай. Вот. И сразу пей кумыс, пей вот так. Сжимай, 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 пей вот так. Не смотри. Да. Вкусно. Хорошо. Очень вкусно, правда? Это лучше будешь зимой не болеть, гранки дают. Точно. Для того, чтобы отправиться на прогулку, необходимо пройти краткий курс юного наездника. Я же их не знаю. Вот сюда, близко подходи. Не дергай. Так она меня это... Во, не дергай сюда. Руки вот так держи и сразу. Хоп, пошла. Круто! Берешь сразу ноги. Ага. Бери сразу. Хоп, быстро. Я не такая шустрая, как вы думаете. Ты говоришь, все умеешь, все. Я умею все, но очень медленно. Медленно не надо. Поликарп Петрович разработал 3 маршрута для туристов. Первый – гуляем по округе. Это для новичков. Второй – скачем аж до озера Абалах. И третий – идем до места, где родился Василий Манчары. Только учтите, что добираться придется больше суток, еще и верхом. Если никогда не общались с лошадью, то первое время сложности понимания не избежать. Я решила просто прогуляться по округе, а на остальные объекты отправиться завтра, но уже на железном коне. Сегодня можно просто насладиться ездой. Я теперь захотела лошадь. Не собачку, не кошечку, а свою лошадку. Пришло время отправиться туда, ради чего я и посетила эту турбазу. Алас Манчары. Я направляюсь к месту, где в 19 веке родился и жил легендарный герой якутского народа Василий Федоров Манчары. Теперь пришло время услышать рассказ про народного героя. Манчары родился в июне 1805 года в зажиточной семье. Когда умер его отец, семья быстро обеднела. 9-летний мальчик испытал голод, холод, что такое жестокость тайонов. Став взрослым, он решил бороться с несправедливостью. С товарищами он нападал на плохих тайонов и грабил их. Отобранное Манчары раздавал бедным, став таким образом защитником обездоленных. Его арестовывали 5 раз. 4 раза он совершал побег из тюрем и каторги. Как только возвращался, продолжал борьбу против тайонов. Дело Манчары дошло до Сената Российской империи. Суд приговорил его приковать цепью к стене якутской тюрьмы сроком на 10 лет. Но только через 12 лет освободили Манчары и выслали на поселение Мархинский улус. Там 6 ноября 1870 года умер народный герой. Раз уж я в этих краях, то решила заглянуть на небольшое соленое озеро Абалах. Это иловая минеральная грязь, очень полезная. Ты кожу тянет, да, или что? Сейчас, подождите. У тебя не будет морщинки. У меня и так нет морщин. Морщин. Как стянула кожу, как все чешется. Кошмар. Зато бесплатно.
Теперь начинается самая страшная часть программы. Я еду в Нахару. В интернете пишут, что раньше где-то в этой местности в 19 веке располагалось село, население которого полностью вымерло от чумы. Но это полнейшая чушь. Подтверждения этим данным нет, а историки откровенно смеются над этой выдумкой, как и местные жители. Сегодня в реальной Нахаре живет чуть больше 600 человек. И большинство из них не верит в эти страшилки про привидения. Я пока, мне кажется, тоже. В селе в 2007 году режиссером Мариной Калининой был снят одноименный фильм ужасов по мотивам старинных якутских легенд. Некоторые считают его самым страшным фильмом в Якутии. Наверное, это и придало жутким рассказам о Нахаре второе дыхание. Но местным жителям такая слава не нравится. Так что давайте развеем легенду. Нахара – это деревня, где спокойно живут люди, а все страшилки связаны с другим местом – летником Бере. До него надо ехать 2 километра. Мамочки. О, Господи. Это очень неприятное ощущение, когда туда смотришь. Место и правда неприятное. Хотя, наверное, многие заброшенные дома вызывают жуть и чувство страха. Здесь в советское время жили доярки и несколько семей. Говорят, летник образовался уже после войны, и никаких привидений или духов местные здесь не замечали. Когда насквозь домов смотришь, кажется, что там как будто кто-то проходит мимо. Глядя на эти развалины, становится страшно. Начинаешь верить в любые байки и, кажется, придумывать новые. В народе бродит очень много рассказов о том, что здесь ломаются проезжающие мимо машины, будто люди слышат крики и даже видят странные силуэты. Все стараются обходить это место стороной. Я должна здесь переночевать и утром понять, есть здесь что-то или нет. Услышать что-то, может быть, увидеть. Мне очень страшно. Четыре 18. Тишина. Ни поющих голосов, ни детского плача или крика. Ничего. Тишина. Пришло время прощаться с Мегино-Кангаласским районом. Мистическим, дружелюбным и таким необычным. Здесь даже поселок городского типа может легко посоперничать с городом. Огромные магазины, просторный ЖД-вокзал, свой санаторий сделали Нижний Бестях неплохим местом для отдыха. Конные прогулки, грязевое озеро, мистическая Нахара добавили этому отдыху остроты и уникальности. Здесь можно и нужно отдыхать. Проверить на себе. Ну что, друзья, совсем неплохо для поселка. Такой близкий, такой гостеприимный Мегино-Кангаласский улус приятно удивил меня обилием необычных мест. Еще один интересный район в копилке моих путешествий. До скорых новых приключений, друзья! Опа! Опа! Давай, друг! Ik drink alleen champagne, eet voor 2 aan bloem heb ik niets. Weg ermee, ik voel me ellendig en alleen. Ik kruip in bed met valium zonder verovering, zonder succes. Moeite voor iets zonder mijn test. У нас начался второй период матча между командой Якбор и сборной города Якутска. Первый период у нас завершился со счетом 2-1 в пользу столичных хоккеистов. И сейчас команды продолжат оспаривать очки в рамках второй игры чемпионата. Ну и сейчас, Владимир Тагирович, по вашему мнению, как сейчас будет вести себя команда Якбор? Пойдут ли они сразу? Ну, скорее всего, будут пытаться что-то сделать, но
Игроки сборной города не напрягаются особо, играют спокойно, знают, что у них завтра ответственный матч. Вот, пожалуйста, перехватик, и Никита Крюков выходит. Не смог реализовать. Да, хорошая возможность была для того, чтобы сравнять счет. Дружинин Никита, бросок, добивание не получилось у Чудинова. Цикунов с шайбой, Дружинин, Чудинов. Отдает на ход передачку, но поправлял сейчас шайбу Никита. Якутск в атаке. Дружинин шел вперед, но шайбу потерял. Хороший перехват. Опасно могло получиться. Продолжается атака Якутска. Гол. С передачи Васильева шайбу забивает Руслан Исхаков. Поздравления принимает капитан столичной команды. Здорово все разыграли. И сейчас у нас будет, конечно же, возможность насладиться этим моментом в замедленном действии. 3-1. И вот. Здорово. Подключился к атаке. Хорошая шайба. Так, Третьяков, Васильев. Передача на Третьякова не проходит. Неведомский шайбой. Потеря. Васильев ускоряется, входит в зону, обыгрывает, вышел на ударную, бросает, но он, Илья Манаев, не дремлет. Здорово действовал Васильев в этом эпизоде. Вбрасывание выигрывают хоккеисты столичной команды. Чуть-чуть. Не удается выйти из своей зоны команде Якбор. Здорово разыграли. Да. Хорошая игра вратаря. Сергей Третьяков бросал. Казалось бы, шайба должна была быть в воротах, но Илья Манаев на высоте. на высоте. Ловушку взял. На повторе четко видно. Гайнулин Марат. Передачу пытался сделать на Никиту Крюкова. Дружинин нашел пасом бросок. Цикунов с шайбой. Сандаков. Потеряли. Ой-ой-ой. Такие падения очень опасны. Так, Денис с шайбой. Сандаков. Сандаков. Цикунов. Бросок. Сандаков. Вадим борется за шайбу. Дружинин с шайбой. Марат Гайнулин забрал шайбочку и пытается выбросить шайбу в зону. Не получается.
Ну, никак не удается, да, выйти из зоны. Вот тут наконец-то получается. Сейчас могут создать опасную ситуацию. Евгений Свиридов с шайбой. Андрей Плахин поджал плотненько к борту. И атака сборной города Якутска. Чудинов ускоряется. Никита Дружинин. Передача. Хорошая передача. А бросать некуда. Перекрыл все ворота Илья. Выходит шайба из зоны. Ярослав Васильев с шайбой. Набирает скорость. Правым флангом атакует Якутск. А на льду появился Эдуард Дроздов. Видимо, не играл по какой-то причине. Сейчас вышел. До броска дело не дошло. Якбор сейчас попытается пойти вперед. Павел Макаров. Шайбой. Передача на Ручьева. Бросок. Гол. Гол, дорогие друзья. Ну вот, да, сколько оборонялись, сидели в своей зоне. И вот, отбившись... С передачи Макарова Павла шайбу забросил Денис Ручьев. Номер 12. Ну вот то, о чем как раз вы говорили, да, Владимир Тагирович, в начале нашей трансляции. Якбор при желании может доставить серьезные проблемы столичной команде. И вот мы видим один из контрвыпадов. Никита Дружинин шайбой. Завершился результативным ударом. 3-2. 3-2. Так, вот. Опять шайба игроки Якбора. Так, Марат не пошел, вернулся в защиту. Опасно может получиться. Теперь уже Якутск бежит вперед. Бросок. Хорошая реакция Ильи Манаева. Да, и повторно взял. С добивания тоже не получилось забить у Вадима Цикунова. Ну, выше всяких похвал в этом эпизоде сыграл страж ворот Якбора. Давайте посмотрим на повторе. Ну как же вытянулся, да? Дотянулся. И с повторным ударом справился. Очень красивый эпизод. Потеря. Вступает в игру вратарь. Отбрасывает шайбу вдоль борта. Третьяков Сергей. Передача на Тумигина. Миша выходит в центр. Гол. Тумигин, Третьяков и Васильев завершает заброшенной шайбу эту атаку. Хотелось бы отметить последнюю передачу. Классно, классно все разыграли. Классно, сейчас повторим. Увидим. Вот показывают трибуны. Трибуны опять полные. И это радует. Вот проходит Михаил, падает, но отдает передачу. И с неудобки Сергей Третьяков на пятак отдает. Ярослав касание забивает. Опасно там, конечно, на вратаря навалился, но Илья в порядке. Якутск восстанавливает преимущество в 2 шайбы. 4-2. Калинин борется за шайбу. О!
И вот пятая шайба Якутска. Вадим Цикунов. Илья расстроился, в сердцах бросил клюшку, но должен собраться и продолжить игру. Ну и посмотрим на повторе. Бросок, ну и с отскока просто тут поправил Вадим Цикунов шайбочку. Вот, смотрим, мощный бросок и... И быстрая атака. Тем временем смена у обеих команд. 11 минут и 50 секунд остается играть. Ну, хочется сказать, что завтра будут интересные игры, причем обе. И Якбор с Нерингри, я думаю, что будет бороться на равных. И, конечно, основная игра, которую все будут ждать, это Мирный с Якутском. Не думаю я, что сегодня чудо произойдет. Якбор выиграет, да? Да, не должно, наверное, этого произойти. Ну и получается завтра у нас Васильев с шайбой. Третьяков. И в касание не получается бросок у Тумикина. И бросок. Васильев вытягивает паузу и точным кистевым броском в девятку поражает ворота Якбора. какая перепасовка-то была хорошая. Шикарно, да, разыграли. Дети, воспитанники Ярослава Васильева активно поддерживают тренера на трибуне. Даже нам в комментаторской кабине это хорошо слышно. Да, это действительно так. Ну и, конечно же, Васильев мастерскую паузу выдержал и поразил ворота соперников. Очень красивая шайба. 6-2. Впереди команда Якутска. Ну и то, о чем мы говорили, да. Якутск в этой встрече явный фаворит. Он, если сегодня выиграет, то завтра в 15:15 в эфире нашего телеканала мы увидим матч за первое место, в рамках которой вот Якутск встретится с Мирнинским районом. Очень интересная игра ждет. Ну а сейчас мы смотрим атаку Якутска, которая... Ярослав опять паузу вытягивал, но ждал партнера, который откроется ему. Хочется сказать, что в этом году воспитанники Ярослава Васильева вместе со своим тренером выезжали в Китайскую Народную Республику, где приняли участие в международном турнире по хоккею в городе Цицикар и заняли первое место. Принимало участие 8 команд из Китая и России. Действительно очень порадовали тогда юные хоккеисты, нас, любителей спорта. Цикунов с шайбой. Вадим ищет партнера. Ворота сдвинуты, остановка игры. Половина второго периода сыграна. Но мы на скамейке штрафников Никита Крюков. Минуту 38 остается играть в меньшинстве Якбору.
Атака Якутска. Чуть ли не завершилась взятием ворот. Напоминаем вам, дорогие друзья, что выявление победителей и призеров чемпионата у нас проходит по круговой системе. Не проходит передача сейчас у Якова Сандакова. Дружинин Никита набрасывает. Плахин поправляет. Плахин шайбой. Сандаков. Не проходит шайба. Фиксирует шайбу Илья Манаев и будет вбрасывание. Смена проходит у обеих команд. И сейчас будет вбрасывание в зоне команды Якбор. Не получается выйти из своей зоны. Команде Якбор. Якутск постоянно в атаке. Но, как мы прекрасно помним, если Якбор выбегает Эдуард на контратаку, Дроздов, опасно передача на получается. Васильева. И тут что-то собрались в кучу игроки сборной города Якутска. Дроздов шайбой. Исхаков. Дроздов. Открываются нападающие. В полном составе играют игроки Якбора. Шайба у Никиты. Крюкова передача. И, к сожалению, Константин не смог принять передачу своего брата. Очень опасно могло получиться. Сейчас Якутск идет вперед. Мощный бросок был блокирован. Хорошая передача. Не дотянулся. Гайнулин шайбой. Свиридов входит в зону. Ах, чуть-чуть не дотягивается Никита до шайбы. Но нужно вернуться назад. Оставили 4 игроков сборной города Якутска без внимания на синей линии. Так, Марат вошел в зону. Пытается продавить на пятачок, но не смог. Плахин здорово прочитал. Так, передачка на пятаке. Игра опасна. Бросок. Ручьев. Здорово. Крюков. Гайнулин бросал. И никого нет. Как будто дают поиграть игроки сборной Якутска Якбору. Вне игры. Трибуны сегодня полные на стадионе Элей Ботур. Пришли поддержать своих мужей, детей. Женская половина, также родители и дети, воспитанники хоккейной школы. И много зрителей, любителей хоккея. Сандаков. Мимо всех прокатилась шайба. Сандаков на пятаке. Передача. Сходу атакует Вадим Цикунов. Не попадает в ворота. Макаров. Павел вошел в зону сборной города Якутска. Бросает с острого угла. Генрих на месте. Генрих парирует бросок. Дружинин. Сандаков теряет шайбу. Идет на замену.
Так. Фарид Фасхудинов входит в зону, теряет шайбочку, подхватывает. Василий Кондратенко борется за шайбу. Шайбу у Андрея Плахина. Передача на Тумигина. Чудинов с шайбой. Васильев ищет партнера. Передача. Не попадает в ворота Исхаков. Да, здорово Тумигин, забегал 5-й номер. И вот Дроздов. Дроздов подключился с оборонки и в касание забрасывает шайбу в ворота. да, в две волны прошла атака. И хоккеисты сборной команды Дроздов Эдуард Якутска крупным планом. проводят 7-ю шайбу. 7-2. Ну и посмотрим на повторе. Раз, два и три. Ну и как бы ни старался Илья Манаев в этом эпизоде, конечно же, выручить команду было очень Да, сложно. оказался бессилен просто. Васильев Ярослав с шайбой. И до Третьякова доходит шайба. И забивает шайбу в ворота. Сергей Третьяков с передачи Ярослава Васильева. 8-2, дорогие друзья. Очередная атака столичных хоккеистов завершается взятием ворот. За 4 минуты и 16 секунд до конца второго периода Якутск продолжает увеличивать преимущество. Ну и уверен, что мы сейчас, да, посмотрим повтор. Вот, с этого ракурса будет лучше видно, да. Получается, игрок Якбора после удара закатил шайбу в собственные ворота. Но авторство приписано, конечно же, игроку столичной команды. Ну что ж, 3 минуты и 56 секунд остается до конца второго периода. И Якутск со счетом 8-2 ведет. Вчера в первом матче чемпионата столичные хоккеисты с крупным счетом также переиграли соперников из Нерюнгринского района. Та встреча закончилась со счетом 10-4. И все идет к тому, что данная встреча также завершится двузначным числом в пользу столичных хоккеистов. Вот бросок за броском. Илья Манаев справляется. Продолжается атака Якутска. Шайба у Цикунова. Передача на Дружинина. И Никита отдавал на Якова Сандакова. И Яков не попал по шайбе. Чудинов играет через бортик. Точная передача на Цикунова. Цикунов дальше на Сандакова. Сандаков с шайбой. Играл в углу площадки. Передача на Тумигина. Замена проходит по ходу встречи. Передача на Плахина. Васильев. Васильев ищет, кому отдать. Третьяков 2 раза бросил, но не попадает в ворота. Так, Тумигин Михаил выходит на ударную позицию, бросает из-под защитника. Здорово, Манаев. Да, Манаев проброс шайбы. Вбрасывание будет ошибка Лайцмана. Смена. И сбрасывание в центре площадки. Неправильно свистнули сейчас. Проброса не было.
Ну, в центральной зоне. Исхаков. Тумигин, Исхаков. Дроздов опять ушел вперед. И вот, пожалуйста, опасный момент. 1-0 выходит. Никита Крюков и не забивает. Константин Крюков шайбой. Бросает еще раз. Попадает в шлем вратарю. И ответ Якутска. Передача не проходит. Но опасно. Так, Дроздов. Дроздов шайбой. Третьяков. Бросок. Гол. Тумигин Михаил завершает эту атаку точным броском по воротам. В очередной раз оставили крайнего нападающего без внимания. Защитники и, пожалуйста, сразу наказание. Но с таких позиций не промахивается Михаил Тумигин. Таким образом записал свой актив. 9-ю шайбу команды Якутска. 9-2. 9-2. Ну, как говорят, не забиваете вы, забивают вам. Была возможность, не реализовали и тут же получили в обратку, да? Ну вот на повторе видим. Острый. Угол еще. С острого угла забивает. Так, Сергей Львов входит в зону и бросок мощный. Как говорят в таких ситуациях, проверил вратаря. — 47 секунд остается до конца второго периода. Вбрасывание в зоне Якутска. Василий Кондратенко шайба. Львов отыгрывает в борт. Но там Дружинин вперед успевает к шайбе. Шайба у Цикунова Вадима. Передача на Сандакова. Плахин в борьбе удерживает шайбу. У кого же в конечном итоге окажется шайба? Да, интересно, долго так фехтовались там на клюшках. И Никита бросал поворотом. Ну и звучит свисток. Завершается у нас второй период. 9-2. 9-2. Серьезное преимущество. Ну, упрочили, да, преимущество. Просто если сравнивать со стартом, хоккеисты столицы республики. Ну, теперь уже преимущество составляет 7 шайб. И впереди у нас третий период. Ну и давайте сейчас вспомним самые яркие моменты. Васильев, Исхаков, гол. Все очень сделано точно, своевременно и красиво. Здесь Павел Макаров, Ручьев Денис. И между ног защитника в уголочек забивает. Так, и здесь... Ну это, да, двойное спасение Манаева. Да, двойное спасение. А вот сейчас будет передача. Четкая передача с неудобки. И Васильев забивает шайбу в ворота. Отличное взаимопонимание игроков столичной команды. Здесь Вадим Цикунов на завершение просто добил. Одной рукой сыграл
И видим расстройство голкипера Якбора. И вот четкий гол Ярослава Васильева протянул. И точным броском поразил ворота опять Васильев Ярослав. Передача на Дроздова. И Эдик точно попадает в ворота. Так, повторчик. Как все как в повторе, все через Васильева вся игра, да? По-моему, ассистировал уже 4-й гол. Забил и ассистировал. Да, действительно многое зависит сегодня от действий Васильева. Ну вот с острого угла, да? Красиво. Да, вот этот гол красиво. Ну что ж, впереди нас ждет третий период, просмотру которого мы приступим после небольшого перерыва. Увидимся с вами через 12,5 минут. Чтобы добраться из точки А в точку Б, выбирайте сеть авиакасс «Мой рейс». Оформление авиа и железнодорожных билетов по любым направлениям. Удобное расположение авиакасс сэкономит ваше время. «Мой рейс». Наша цель – ваша удачная поездка. Скоро наступает сезон отпусков, и каждый планирует провести это время по-своему. В этом выпуске мы расскажем про нашего земляка, мототуриста, который провел свой отпуск в одиночном путешествии на Памир. Всем привет! Первая запись. Я собрался. Компания Стейл. Все, мы тут упаковались и валим. Вот так вот. Всем привет! Я еду в Барнаул. Я еду из Семипалатинска в сторону Алматы через озеро Алаколь. В Алмате
Казахстане просторно очень и тепло. А градусник показывает, надеюсь, видно, да, 33. Вот это место показывает 34. Температура двигателя почти 100 градусов. Ехать, кстати, не жарко. Единственное, башка как в микроволновке. Сначала как в микроволновке, а потом как в герметичной упаковке. Ну нормально, главное вовремя пивать, останавливаться. А пейзаж здесь вот такой вот. Люди ездят. Начинается, когда, как это называется, когда работа отходит на второй план и переключаешься в отпуск. Расслабуха, наверное, расслабон. Короче, класс. Всем привет. Итак, в эфире телепередача, специальная рубрика телепередачи, которая называется «Жила и неказиста. Жизнь мотоциклиста». Жизнь байкера-мотоциклиста. Ехали и приехали. Озеро Алаколь по солености напоминает и по цвету даже напоминает, что там, океан или море во Вьетнаме. Извиняюсь, не помню. Вот прям оно такое же. Вот коса вдоль береговой линии. Там народ весь выставляется. Никого я там не увидел с палаткой. Палатку вот здесь. Вот. Сейчас будет кухня полевая. Немножко о рационе мотоциклиста-путешественника. Что мы имеем? Кукурузу разносят. Тут у нас чаек, кофеек. Вот он, чаек, кофеек у нас. Вот здесь дом стоит. Здесь море. Здесь я такой. Конечно, куча возникает вопросов, когда путешествие классно пройдет. Всем привет, всех люблю. Добрый вечер. Сегодня первая ночь в палатке. И мне в гостинице сказали, что в этом месяце это первый раз вообще. Дождей здесь не бывает. Я сейчас поставил палатку и думаю, как же она себя поведет. Давайте выглянем на улицу, посмотрим, что там творится стихия у нас. Тапочки у нас уже намокли. Вот так вот там идет. Ладно, вроде дом держится. Да, слава богу. Мне вообще не скучно. Вообще. Будем спать. Спокойной ночи.
спросите вы. А находимся мы на площади фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вот это монумент в честь независимости Казахстана. Фонтаны тут. В общем, красота. По-моему, для Казахстана, для России и для любой страны, которая не Эмираты, супер, красиво очень. Вот такая красота. Казахстан — это город контрастов. И там вот у нас горы вдали виднеются, это Медео. Гостиницы всякие. Медео. Потом, как же называется, горнолыжный курорт. Ладно, не вспомню, как всегда из головы. Вот там горы находятся. Проспект красивый. Телебашня. А тут ФОП. И Москва-Сити приехала сюда. Здесь заметен опыт арабских стран, Арабских Эмиратов. Заметен опыт Москвы. Куча всяких кафе. Вот недвижка офисная. Впереди. И Астана. Работает круглосуточно офис. Доброе утро. Так, 10 августа сегодня. Я обслужился в Казахстане. И мод обслужился в Казахстане, в Алмате. БМВ-центр Бавария. Они мне заплатили за рекламу бесплатной мойкой, поэтому я должен сказать, что хороший очень сервис. Не, на самом деле хороший. Единственное, там чуть-чуть перекачали колеса, задние не докачали, но это мелочь. Тут вроде все неплохо сделано. Едем дальше в сторону Узбекистана, в сторону границы. Погранпереход Ялама что-то там. Ялама Ташкент, по-моему. В общем, все, едем дальше. Всем привет. Юбилейный 10-й фестиваль автомотоспорта «Татарин Трофи» состоится 8 апреля в местности Хатыстак, 202 микрорайон города Якутска. Вас ожидают соревнования по дисциплинам джип-спринт, GPS-ориентирование и гонки без правил. Начало техкомиссии в 9:00. Может стать заключительным в этой встрече, ну если Якбор не сотворит чудо, да, Якут сейчас ведет с комфортным, более чем комфортным преимуществом, счет 9-2 в пользу столичных хоккеистов. И вот мы видим, игроки обмениваются впечатлениями, эмоциями перед стартом третьего отрезка. Чемпионат у нас идет по круговой системе. Мы с вами вот уже на протяжении 2 дней наблюдаем за состязанием в первой лиге. Это у нас сильнейший дивизион республики. В этом дивизионе у нас соревнуются команды сборной города Якутска, Мирнинского района, Нерюнгринского района и вот команда Якбор, состоящая из хоккеистов Якутска и Усть-Алданского района. Ну, как вы уже поняли, все эти 4 коллектива встречаются между собой, и по итогам этих игр завтра будет выявлен победитель чемпионата республики. Параллельно у нас также идет соревнование среди команд второй лиги. Ну, я думаю, пользуясь заминкой, Владимир Тагирович, вот наши телезрители в курсе всех дел, да, вот первой лиги. Что у нас по второй? Так, по второй лиге у нас следующая ситуация. Ну вот, расписание составленное, да, видимо, было правильным. И у нас вот по раскладу получается Мегино-Кангаласский улус и Намский улус завтра будут играть за 3-4 место. И команда Усть-Алданского и Хангаласского улуса будет играть за 1-2 место. Ну, не менее интересная ситуация, да, Да, во но второй я не лиге. думаю, что вот сегодня, правда, игра еще Хангаласский и Тампонский район. Я не думаю, что чудо там произойдет. Хангалас как бы по мастеровитее выглядит, и думаю, что справится сегодня. Хотя из более молодой команды
В команде Хангаласского района все возрастные игроки, почти всем за 40, за 50 есть представители, но они в этой группе довольно-таки уверенно играют хорошо. А тампонские игроки, наоборот, молодые, но менее мастеровитые. На открытом воздухе, конечно, не научишься многому. Все приходит с опыта. Да. Так, ну что, удаление у нас, да? Да, будет, видимо, удаление в составе команды Якутска. Сейчас мы посмотрим. Если я не ошибаюсь, Дроздов Эдуард едет на скамейку штрафников за подножку на 2 минуты. Да, Эдуард Дроздов, 58 номер. отправляется на скамейку штрафников. 2 минуты команда Якутска проведет в меньшинстве. Сбрасывание выиграли хоккеисты Якбора. Посмотрим, что получится у них в этой атаке. Калинин Евгений бросал. Так, Никита Крюков с шайбой был и потеряли. Так, шайба у Третьякова Сергея. Неточная передача. Сейчас Якбор пойдет вперед. Никита Крюков с шайбой. Свиридов Евгений. Чуть-чуть не поняли друг друга, здесь собрались в кучу, но Продолжается атака Якбора. Никого не оказалось на пятачке, но тут мощный бросок. Гол. И смотрите, как начал Якбор, да, третий период. С самого начала пошли вперед и все-таки добились своего. 3-9. Ну, очень интересное начало. Автором гола стал, по-моему, Евгений Свиридов. Сейчас посмотрим повтор. Евгений Свиридов на ваших телеэкранах. Ну и давайте посмотрим повтор. Молодой перспективный игрок. Вот Марат Эйнулин бросает. Забитой шайбы. Ну и... Да, пока мы смотрели повтор. Шайбу... Тут же ответ, да? Быстрый такой. Команде Якбора. И, я так понимаю, автором стал Яков Сандаков. Ну, я надеюсь, что при просмотре забитой шайбы Сандакова мы не упустим результативных действий. Таким образом, вот такой взрывной отрезок игры у нас получился. 10-3 счет таков. В настоящий момент команды играют в полных составах. Сандаков контролирует шайбу. И бросок мощный. Замена вратаря. Ворота защищает Алексеев Клим. Возрастной игрок, уроженец Усть-Алданского района. Доверились опыту, да, в ворота. А в соперниках и счет таким образом становится 11-3. Тумигин Михаил. Ну, отбились. Евгений Свиридов входит в зону. Ошибается маленько. Не смог отдать. Симметрию распасовки нам продемонстрировали столичные хоккеисты. И Михаил Тумигин становится автором 12-й шайбы столичной команды. Очень красиво разыграли. И давайте посмотрим на повторе. И в касании. Мощный бросок. Ну, тут беспомощен оказался в данном эпизоде вратарь Якбора. Якутск продолжает забивать. Еще одна атака. Не оказалось там партнеров. Костя Крюков, Никита Крюков.
Евгений Свиридов с шайбой. Бросок. Гол. Кто-то из братьев забил. Никита Крюков забивает шайбу. Зона провели в команде «Кристалл» города Бердск. И вот спонсор поменялся там, и команду просто расформировали. И они приняли решение вернуться домой. И сейчас здесь закончили школу. В прошлом году сейчас поступили оба студенты. По детству их весь Дальний Восток знал. И однажды у нас тут травма у Константина приключилась, и мы на соревнования приезжали, и все Никиту атаковали, куда дел брата. Все тренера спрашивали, да, практически сезон тогда Константин пропустил, но потом наверстал все, и потом вместе они уехали играть. Двинуты ворота, остановка игры. Так, нет, остановки игры не было, ворота поправил судья. Ошибка, и сейчас может пойти Так, Якуб Ручьев, в атаку. передача, и Евгений Свиридов. Нет, Не щиток удалось. ложит шайбу. Если бы поднял, возможно, бы зашла. Ну, Якбур уже два момента создал опасных у ворот Якутска. Васильев, Третьяков, Тумигин. Здорово. Васильев, гол. Эта троечка сегодня исполняет. 13-4. Якутск продолжает увеличивать преимущество. Васильев теряет шайбу и ускоряется к воротам соперников. Гайнулин Марат держит шайбу. Удаления нет, не будет. Дроздов с шайбой. Васильев, Тумигин. Передача, подняли клюшку Свиридову. Третьяков шайбой играет на Дружинина. Дружинин, Третьяков. И бросок Здорово, в как исполнении разыграли. Сандакова-Якова. И счет становится 14-4. Да, дорогие друзья, 14-4. Отличное взаимопонимание. Яков Сандаков, старший тренер республики. Завершившаяся таким вот броском в исполнении Якова Сандакова. 14-4. Преимущество в 10 шайб у столичных хоккеистов. Цикунов, Сандаков вошли в зону. Чудинов с шайбой. Цикунов бросает не точно. Павел Макаров с шайбой. Был, потеряли. Сандаков. И 2 в 1. И есть отдает еще передачу Дружинину. Бросок не получился. Львов ускоряется в сторону зоны сборной города Якутска. не прошла передача. Чудинов. Нет, тут же потеря. И бросок. Бросок. Денис Ручьев бросал. Денис сегодня был автором забитой шайбы. Вбрасывание. Держит шайбочку. Ворота сдвинуты.
Ну, сегодня уже несколько раз эти ворота, да? Одни и те же ворота. Да, ну на самом деле повредили лед в основании там ворот, да, из-за этого вылетают. Уже не помогает засверливание. Помимо этого у нас еще сегодня очень много клюшек сломано. Насчитали уже 4, да? Да, подлил воды, чтобы подмерзли на ворота. Возобновлена игра. Половину третьего периода команды уже отыграли. И вот какой момент. Бросок. Гол. 15-4. Тумикин Михаил. Тумигин Михаил сейчас работает тренером в поселке Чернышевский Мирнинского района. Но прописку не поменял якутскую, поэтому выступает за город Якутск. Меньше 10 минут остается играть команда. 15-4. Еще одна атака. Руслан пытается пройти. Калинин Евгений преграждает ему путь. Забирает шайбу. И вот, ах, не получился выход у Константина Крюкова. Тем не менее, атака Якутска продолжается. Гол. Завершается голом Третьякова. 16-4. Посыпались, как говорится, да? Да. Ну вот, смена вратаря. Вот сейчас мы конкретно убеждаемся, что больше половины успеха команды — это как раз хороший вратарь. В данном случае вот мы говорим про Илью Манаева, да? Да, Илью сменили и сразу шайбы посыпались. Но хочется сказать, что Клим Алексеев по ветеранскому хоккею довольно-таки неплохо смотрится. Сейчас время не останавливается в связи с тем, что разрыв составляет в счете, да, больше 10 шайб. И по регламенту чемпионата играет грязное время. Если сократится разрыв опять менее 10, то время будет опять чистым. Ну вот мы видим то, что у нас разрыв только увеличивается. Да, только увеличивается. 17-4. Очередная атака столичных хоккеистов завершилась взятием ворот. Да, очень 8 минут до конца. Очень большое преимущество. Вот говорили мы про Илью Манаева, да, вот что вчера, что сегодня показывал себя только с лучшей стороны. Ну, я так думаю, что Илья, видимо, решил отдохнуть. Завтра будет сложная игра. Против Нерюнгри. Да, и сегодня он к Нерюнгринскому району. Тут бросок у нас получился не то что выше ворота, а очень даже... Да, в сетку шайба ушла за пределы площадки. В этом году они стали победителями первенства республики. И сейчас готовятся к турниру «Добрый лед», который будет проходить в городе Ангарске Иркутской области в конце этого месяца. Да. Практически каждая атака у нас становится голевой. 18-4. Но поначалу-то казалось, да, то, что Якбору... Не, ну да, свеженькие были. Да. И парни вот продолжают атаковать все равно. Не останавливаются. Вот это звено очень хорошее. На перспективу они явно будут членами сборной на спартакиаде по зимним видам спорта.
шайбой хоккеисты. Сандаков, Яков. Близки мы к тому, чтобы уже стать свидетелями 20-й шайбы забитой. Спокойно, четко, хладнокровно Яков Сандаков в этом эпизоде разобрался. Посмотрел. Провести бросок. Плахин, Чудинов, Дружинин. Шайба у Никиты Дружинина. Не третьего периода. Шансов отыграться, конечно же, у хоккеистов Якбора нету. 20-я. Дружинин Никита забивает 20-ю шайбу. И тоже на трибунах. Ну да, видел то, что вратарь уже... Удаление сейчас будет в команде Якбор. Третьяков. Гайнулин Марат нарушил правила. И сейчас еще и гол, наверное, забьют. Нет. 2 секунды. Вбрасывание в зоне столичных хоккеистов. Ну и продолжают они. Ну, в начале игры все-таки мне казалось, что они не собирались доводить до разгромного счет, потому что, ну, спокойно очень играли. Ну, а тут, видимо, просто... Команда Якутска, Третьяков. Васильев, Исхаков. Поворотом. 53 секунды остается играть. Тумигин с шайбой. В меньшинстве. Времени не так много. Третьяков. Васильев. Открывается. Бросок, не точно. — 26 секунд остается. Не проходит. И 6 секунд. 5 до конца. 4, 3, 2, 1. Время. 4:20. Закончили. Да, завершилась у нас игра. Якбор отмучился. И город Якутск ну и традиционное рукопожатие после игры. Так, у нас получается, что Якутск в этом чемпионате в 2 играх уже... Что ж, и мы увидим яркие моменты этой встречи. Вот у нас шайба в исполнении хоккеистов Якбора. Тут, да, с 2 попыток все-таки протолкнули шайбу в ворота Якутска. Очень много результативных действий сегодня зрители увидели. Гол в исполнении Ручьева Дениса. Да, и завтра нас ждет очень интересные игры. Завтра мы увидим матч. Ну, начнем, да, в 3-й игровой день с просмотра матча Якбор против Нерюнгринского района. Данная встреча стартует в 12:30. И в 15:15 очень интересный центральный матч. Центральный, да. Ну и всего чемпионата, наверное. Якутск против Мирницкого района. Ну и видим, продолжаем мы смотреть на результативные действия этой встречи. Очень много шайб сегодня пропустила команда. Говорили мы о замене Ильи Манаева. И вот то, что вышел у нас возрастной голкипер. Ну и получилось то, что получилось.
Сегодня Илья Манаев еще будет работать у нас Арбитром, да, да. арбитром. Завтра предстоит вступить в игру против Нерингринского района. Да. Ну что ж, еще раз напоследок напомним, завтра мы начинаем в 12:30, смотрим матч Якбор против Нерингринского района, и в 15:15 у нас центральная игра, сборная Якутска против Мирнинского района. С вами хоккей смотрели Власий Сергеев и Владимир Хисамудинов. Увидимся с вами завтра. До скорых встреч. До свидания. Бриллиантовый цирк приглашает на сказочное представление «Доктор Айболит», завораживающее государственных и муниципальных услуг «Электронная Якутия». На сайте можно получить градостроительный план, оформить разрешение на строительство и подать заявку на подключение необходимых коммуникаций после его завершения. Легко и удобно на экране вашего устройства. Портал e-якутия.ру. Мусустар 9 күні өксікілі ағатынан культура кенігер 5-10